Упростить, ускорить, сделать доступным. Именно такие цели преследует политика дебюрократизации, которую в последние месяцы чаще упоминают в Кыргызстане. Чтобы упразднить бюрократию в госслужбах, на уходящей неделе прошло заседание межветкомиссии по этим вопросам. Поскольку государственные службы – это лицо страны, начать искоренять бюрократию важно именно с госорганов. Мы просим не НПА, мы хотим просто акт правового характера. Мы все утверждаем документы через согласование, которые не должны утверждаться так. К примеру, почему делегирование не сработало, то, что сегодня работает. Мы на прошлой неделе вы дали, прошлое заседание, да, сиздин тапсырмасымен он уже гирдебяха. Вот по делегированию, чтобы вы знали, 13 полномочий, они вообще вытекают из закона, а сидят постановления о делегировании. То есть и в законе написано, что это должно быть приказом, а оно принимается постановлением. Дублирующая система, устаревшие нормы и формальные процедуры. Практически больше половины текущего документооборота функционирует именно так. Сейчас комиссия по дебюрократизации активно изучает, какие документы требуют необоснованных справок, какие процедуры можно упростить или автоматизировать. Это касается как работы госслужб, так и взаимодействия с гражданами. Дублирование мы видим массово. Почему? Потому что некоторые функции или полномочия раскиданы по госорганам. Они друг друга повторяют, это одна проблема, идет давление на субъект предпринимательства, к примеру, да, или на госорган даже. Во-вторых, никто несет ответственность, потому что ресурсы они разбросаны по госорганам. И как бы ответственности тоже нет, потому что одним вопросом некоторые госорганы разом занимаются. Да. Но самое проблемное дублирование – это когда идет давление на кого-то. В данном случае это проверки. К примеру, у Национального статистического комитета были требования и документы, которые повторялись. И в рамках изучения всей этой системы для ослабления бюрократии количество документов над статкоми комиссия сократила почти в 2 раза. Вот то, что действующие отчеты, их 257, на утрату подается 120 и остается 137 отчетов. Но мы верим, что это тоже не предел. Это только Национальный статистический комитет в рамках дебюрократизации, он так первые результаты показывает. То есть здесь на утрату подаются те отчеты, данные, которые уже сидят в других отчетах, или те данные, которые можно получать в цифровом виде. Такая реформа в документообороте ожидает все госорганы и учреждения. Планируется перевести всю финансовую отчетность в электронный формат, а также сократить количество необоснованных проверок со стороны госорганов. Планируется систематизировать проверки субъектов предпринимательства государственными органами. Что это такое? Это вместо множества дублирующих, например, проверок, проверки планируется комплексно их объединять. Некоторые министерства, например, выходят на разные проверки, не зная, что другое министерство именно по этой же части уже проверку провела. То есть уже дублируют друг друга. А у нас задача стоит, чтобы если проверка уже прошла, другое министерство или ведомство уже они знают, уже получают информацию. А вот судьбоносные изменения планируется внедрить в службу антимонопольного регулирования. Сейчас эта служба занимается мониторингом ценообразования на рынках. Комиссия по дебюрократизации хочет дать этой службе либо новые полномочия, либо вообще расформировать. Предлагается наделить службу антимонопольного регулирования дополнительными механизмами регулирования, которые позволят запрашивать у субъекта предпринимательства обоснование, в частности, повышение цен на товары. Опять, чтобы понять, можно привести пример. Например, особенно под Новый год цены резко вырастают. И вот служба антимонопольного регулирования могут уже обоснованно запрашивать у них, почему вы это сделали, и уже хорошо регулировать цены. Классический пример, когда есть госорган, и непонятно, чем он занимается. Вот я руководству тоже докладывался, вам рассказывал. Вот антимонополия со своими задачами существует. И я говорю, как сегодня, этот статус-кво, нельзя его продолжать. Их или надо расформировать и заводить в Минэконом, потому что они, те задачи, которые есть, там, контроль ценообразования, практически нет, только мониторинг, да, там, и минимальные задачи. То есть их надо или расформировать, или надо наделять реальными возможностями, чтобы они работали. Причина такого решения в том, что у службы минимальные задачи – мониторинг цен на рынках. Такое планирование поддерживает и глава антимонополии. Декларирование цен. То есть сейчас же любых других же мы не можем. Вот как можно контролировать цены?
Допустим, если кто-то продает, допустим, мясо по 1000 сомов. Сейчас же нету, только когда идет госрегулирование цен. Когда нету, мы не можем, понимаете? А сейчас в данном случае декларированная цен всех, понимаете? Вот если эти все полномочия нам дадут, у нас будет возможность именно регулировать цены. В рамках дебюрократизации планируется закрывать учреждения или органы, которые существуют ради галочки, услугами которых не пользуются граждане. К примеру, комиссия по ослаблению бюрократии выявила, что во многих районах дома-клубы по факту не работают. Однако сотрудники по сей день продолжают получать зарплату. Во многих областях, районах дома, клубы закрыты, но тем не менее есть функционирующие штаты. Есть сторож и директор. Они сидят в зданиях акимятов или айлюкмюту. По факту они ничего там не делают. Мы предлагаем сократить эти штаты или присоединить их к определенным госорганам, чтобы они там работали. Или за счет сокращения прибавить эти деньги к зарплатам других сотрудников. Во всех уголках страны имеются и региональные библиотеки, и школьные. Задача у всех одинаковая – предоставить доступ людям к необходимым книгам. Однако большинство региональных библиотек простаивает просто так. Как отмечает комиссия по дебюрократизации, граждане практически не ходят туда. В этом направлении планируется вовсе закрыть эти библиотеки, передать все книги школам, а здания преобразовать в коворкинг-центры. В рамках дебюрократизации нами разработан проект постановления Кабинета министров о том, чтобы местные органы власти, акимяты, полномочные представители президента в областях сделали анализ, на местах просмотрели работающие, выявили работающие, неработающие библиотеки. Неработающие библиотеки будут переданы в школы, а работающие библиотеки останутся, как работали, так и будут работать. Таким образом, сейчас проводится тщательное изучение, чтобы упростить все процедуры. Предлагается минимизировать затраты со стороны госорганов, давление со стороны административных органов, убрать документы, которые повторяются в министерствах и не только. Главная цель – максимально ослабить бюрократию. Мы завели указ президента о повышении эффективности госфинаудита, где, по сути, если убрать всю лирику и теорию, всего 5 моментов мы просим отрегулировать. Первое – это минимизировать выездные командировки проверяющих вживую. К примеру, в этом году представители Министерства иностранных дел, учетной палаты запланировано до 20, нам сказали, выездов в посольство. При этом у Минфина есть уже электронный аудит, информационная система, и они это используют. Зачем выезд? Нам первая задача – просто минимизировать. Второй – электронный аудит. Третье – мы просто просим критерии, методологии и пределы проверки, чтобы не было излишнего давления административного на госорганы. Комиссия по дебюрократизации отмечает, что в Кыргызстане бюрократия являлась одним из главных барьеров как для ведения бизнеса, так и для реализации гражданских прав. К примеру, для получения лицензий на ведение бизнеса нужно было пройти много процедур. В сфере бизнеса и предпринимательства тоже очень хорошая инициатива. Это предполагается оптимизировать перечень лицензий и разрешений. Например, очень многие министерства и госорганы выдают лицензии или какие-то разрешения. А теперь задаются многие вопросы, а нужно ли это. Теперь нужно нам сделать перечень таких, список этих лицензий, и наше министерство, ведомство будут защищаться, нужны или действительно людям, или не нужно это. Излишняя бюрократия была и в части оформления инвалидности. Теперь гражданам с особыми возможностями здоровья, которые болеют неизлечимой болезнью, нет необходимости проверяться каждые 2 года или год, чтобы продлевать статус инвалида. Теперь они будут обновлять свою категорию каждые 7 лет. Министерством не только присваивается инвалидность, а тем самым еще и ведется индивидуальный план развития на каждого человека. То есть ежегодно его здоровье меняется, ухудшается, или же улучшается, или же можно уже как с этим научить жить, или же какие необходимые реабилитационные программы ежегодно нужно проходить и знать для него. И, соответственно, когда проходит комиссию, иногда меняется группа.
При выполнении работ по ослаблению бюрократии в стране некоторые госорганы оказывают сопротивление, как отмечает Аяз Баетов, практически все законопроекты, касающиеся сокращения бюрократических процедур, получают множество замечаний от министерств и ведомств. Некоторые из них безосновательные, и это тормозит работу. Просим их поддержать, продвинуть, потому что тот статус-кво, который есть сегодня, он вообще нельзя его. Поэтому основное сопротивление, которое мы видим, это именно через... Конечно, все так публично скажут, мы поддерживаем цифровизацию, мы поддерживаем то, но на практике это будет превращаться во что? Замечание твоих проектов, да? Но есть также и позитивные вещи. Я вот хотел все-таки, чтобы мы также хорошую часть отметили. Вот я сказал уже Министерство экономики. Вот Zero+, госуслуги, что наука должна зарабатывать, вот госуслуги для этого не меняют. Нас же науку уже оторвали от возможности зарабатывать деньги на научных вопросах. Систематизация проверок – это Минэконом. Таким образом, члены Кабинета министров во главе Адылбеком Касымалиевым детально рассмотрели пакет решений. Глава Кабмина поручил усилить работу по дебюрократизации, качественно разработать нормативно-правовые акты и уложиться в срок. Рассмотрев из сферы все решения, подготовьте их мне на подписание. Законы, подлежащие изменениям, должны быть направлены в Джоурху Кенеш. У парламента остался всего месяц работы. После депутаты выйдут на каникулы. До каникул осталось 8 заседаний. И мы должны успеть за этот срок, потому что депутаты будут рассматривать в 3 чтениях. Адылбек Касымалиев подчеркнул необходимость прекратить искусственное перекладывание ответственности за решения, входящие в компетенцию конкретных руководителей государственных органов. Таким образом, в долгосрочной перспективе дебюрократизация – это не только сокращение бумаг и очередей, это шаг к прозрачности, эффективности и доверия между государством и обществом. Ахмыр Нурдинова, Бекзат Машрапов, ЛТР. Итоги недели.